Новые данные о COVID-19 и его последствиях на организм человека обсудили в Уфе в рамках международной научно-практической конференции «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема» вчера, сегодня и завтра. Главные заявления форума обсудим прямо сейчас вместе с гостем программы интервью. Сегодня с нами Денис Гусев, доктор медицинских наук, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина, город Санкт-Петербург. Денис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились прийти к нам на интервью. Расскажите, пожалуйста, вот новые данные о COVID-19. Что сегодня говорят в медицинском сообществе и что стало известно вот почти за последние эти 2 года? Ну, действительно, мы продолжаем находиться в текущей пандемии новой коронавирусной инфекции. Сейчас у нас очередной осенний эпидподъем наблюдается в стране. И, наверное, очень важно, что именно в этот момент мы собираемся и обсуждаем итоги, прежде всего, предыдущей, так называемой, в кавычках, третьей волны. Да? Мы видим, что новая коронавирусная инфекция меняет свое течение. Да? Пришел к нам новый штамм, дельта-штамм в мае текущего года. И во многом изменилась клиническая картина. Более быстро стали развиваться поражения в легких, да? Сократился инкубационный период. Если раньше он был до 10-14 дней, то сейчас мы видим от 2 до 4-5 дней инкубационный период. Изменилась манифестация заболевания. Сейчас чаще заболевание манифестирует с кишечной формы, так называемой, с поноса, да, может начинаться заболевание, с ангины, с проявлением острого танзелита, а также с выраженного ринита, то есть насморка, чего мы раньше не видели. Ну и, как я уже сказал, самое главное отличие вот этой третьей волны, в которой буквально вот в мае захлестнула нашу страну, это то, что очень быстро, молниеносно развивалось поражение легких. То есть пациент, поступая в стационар, допустим, на 2-3 день с КТ-1, КТ-2, буквально через пару-тройку дней у него уже развивалось практически тотальное поражение легких. Соответственно, это очень сильно сместило все акценты оказания помощи, в том числе и на амбулаторном этапе. Да? Если раньше врач поликлиники задумывался о госпитализации пациента где-то к 7-10 дню, то сейчас это гораздо раньше. Более жестче должен быть мониторинг амбулаторного пациента, потому что вот за счет вот этого молниеносного течения можно просто опоздать. А для стационара, вот я как главный врач стационара могу сказать, для нас самая большая проблема – это позднее поступление пациента. Повлияло ли это на летальность? Безусловно, летальность возросла. Но с чем это связано? Несколько причин. Да? Все-таки летальность в большей степени связана с возрастом пациентов. Да? То есть это все-таки пациенты, которые старше 60, даже старше 70 лет. Это первая позиция. Вторая позиция – это то, что, в общем, к сожалению, не такой охват вакцинации, как бы нам хотелось, да, существует. А пожилой человек, который не привит, и которые имеют еще сопутствующий букет заболеваний, такие как сердечно-сосудистая патология, гипертоническая больность, сахарный диабет, да, ожирение. Это те заболевания, которые во многом увеличивают процент летальности. Если мы говорим про вакцинацию, вот что вы видите на практике? Да? Ну, вы уже отметили, что вакцинация, она помогает улучшать здоровье в какой-то степени, да? Но почему есть недоверие к вакцинам, на ваш взгляд, и все-таки делать или не делать, вот ваш совет? Слушайте, но когда мы говорим о вакцинации, здесь несколько позиций. Когда делать, не делать, да, то есть у нас какая-то стратификация рисков должна с вами быть, да, то есть если мы делаем, то мы избегаем чего-то, если мы не делаем, то мы получаем что-то, да. Вот давайте разберемся. На сегодняшний день реальных способов защититься от новой коронавирусной инфекции, кроме вакцинации, нет. Да? Нет универсальной таблетки, которая бы 100% помогала. Вот я вам скажу по своему опыту, что да, имея полный арсенал всех лекарственных препаратов, вот одному пациенту они помогут, а другому пациенту они не помогут. Поэтому наш вклад в решение проблемы это только 50% медицинский. Еще 50% это организм, иммунореактивность. Так вот, повысить эту иммунореактивность можно только вакцинацией. Вот других способов нет. Вот знаете, часто бывает, люди приходят и говорят: ой, я вообще никогда гриппом не болел, и меня и коронавирус не возьмет. Вот по опыту уже через 2-3 дня такие люди заболевают, и заболевают достаточно тяжело. Поэтому вакцинироваться нужно. Это первое. Второе. Когда мы говорим о том, что часто задают вопросы, да, вот человек вакцинировался и заболел. Да, ни одна вакцина 100% не защищает. Это известно, это мы видели и по гриппу, и по другим инфекциям. Но вакцина защищает от тяжелого течения, от перевода в реанимацию, от ИВЛ и от смертельного исхода. И уже ради этого нужно вакцинироваться.
Почему недоверие? Ну, понимаете, в чем дело? Ну, наверное, так устроен человек. Когда ему предлагают сделать бесплатно, просят его сделать, появляется какая-то обратная реакция. Вот такой, видимо, менталитет есть. Но зато, заметьте, как только пошли разговоры о каких-то ограничениях, о QR-кодах и так далее, тут же спрос на вакцинацию в разы увеличился. То есть, ну, видимо, не только пряником, но и кнутом надо стимулировать наше население. Ну, что делать? Вот такая ситуация. С начала пандемии COVID-19 в какой степени российская медицина научилась держать удар? Слушайте, ну, конечно, опыт приходит. Я вспоминаю весну прошлого года, когда мы вообще, и никто не знал, что это инфекция, как она будет протекать. Пытались наложить модели гриппа, да, эпидемии гриппа предыдущих коронавирусных инфекций. Ведь они уже приходили, да, на земной шар, ничего не подходило, да, то есть то же самое были попытки, искали новые препараты противовирусного действия. Потом поняли, что, наверное, не столько противовирусное важно действие, сколько противовоспалительное, да, когда начали понимать уже патогенез течения заболевания, да, патогенез поражения, что это болезнь всего организма, что это болезнь не только легких, но и сосудистой системы, микроциркуляции, что это тромбозы и так далее, и так далее. Естественно, сейчас мы понимаем, как течет заболевание, мы понимаем, кто в группе риска неблагоприятного течения, на кого нужно обратить особое внимание. У нас есть целый арсенал препаратов противовоспалительного, в том числе противовирусного и антитромботического действия. Но еще раз говорю, даже при наличии всех этих препаратов и при вот всем понимании течения и исходов заболевания, не все зависит от нас. Многое зависит от человека, от организма и от граждан в том числе. И я еще раз подвожу этот посыл к вакцинации. То есть нужно повысить свою иммунную защиту. Тогда, даже если вы заболеете, вы перенесете в легкой форме, и те препараты, которые мы будем назначать, вам поможет в гораздо с большей вероятностью, чем вы были бы не вакцинированы. Есть ли понимание, когда COVID-19 может быть побежден? Слушайте, но прогнозы всегда делать неблагоприятное такое, да, не неблагоприятное, а неправильно сказал, неблагодарное дело, да, почему? Потому что это очень многофакторный процесс, да, сказать, что вот он четко вот пройдет там 2-3 года и все закончится, нет. Это будет зависеть от того, как себя будет вести вирус, да, насколько он будет дальше изменчив. Вот сейчас мы живем, да, вот в таком вот практически 95, а то и больше процентов циркуляция дельта-штамма. Да? Мы понимаем, мы уже знаем, я уже рассказывал в начале нашего интервью, как изменилось течение заболевания. Какой дальше будет вирус? Придет новый штамм, более агрессивный, менее агрессивный, да? От этого будет много зависеть. Дальше, как быстро сможет перестраиваться вакцинация. Да? То есть понятно, что мы при гриппе каждый год приходит новый штамм, и мы делаем новую вакцину. Потребуется ли это при коронавирусе или не потребуется, да? Потребуется ли длительная ревакцинация, не потребуется. То есть очень много факторов, которые могут влиять на длительность вот этой пандемии. Но я думаю, что это где-то будет в течение 3 лет. Ну, вот в целом. В целом 3 лет, да. Начиная с 20-го, получается? Совершенно верно. С марта 20-го где-то вот так. Денис Александрович, ну мы, если говорим, что в Уфе состоялась научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания» вчера, сегодня, завтра, да, на чей опыт мы ориентируемся, да, и вот нужны ли такие встречи для того, чтобы понимать, как еще действовать? Обязательно. Такие встречи нужны. Объясню. Почему? Потому что очень важен обмен опытом, да. Он у всех разный или как? Я всегда говорю, что медицина – это коллективный вид спорта. Вот какой бы ты ни был умный и грамотный, ты один в поле не воин. Особенно это касается разных регионов. Я думаю, очень было интересно и коллегам из Уфы послушать опыт, допустим, Санкт-Петербурга, Москвы, потому что я слышал, что эксперты с разных городов приехали и приезжают к вам с большим удовольствием. Буквально недавно у нас проходила конференция, и коллеги из Башкортостана приезжали к нам, да, тоже делились своим опытом. Действительно, он разный. Разный, понимаете, он может быть разный по модели организации медицинской помощи, да, по модели организации амбулаторной помощи на амбулаторном этапе, да, по модели мониторинга течения заболеваний. То есть разные аспекты могут быть, находить свое решение по-разному в различных регионах. И вот этот опыт и выработка лучших практик, да, которые потом мы можем применять у себя, а вы у себя, тоже очень важно. А для вас лично, вот за время пандемии, что было ярким таким событием, впечатляющим? Ярким событием, впечатляющим?
Ну, вы знаете, наверное, для меня самое яркое событие, впечатляющее, это было, наверное, та социальная мобилизация населения, особенно в начале. Сейчас она, конечно, поутухла, но я думаю, что она еще может вспыхнуть, когда действительно люди поняли, что мы обращались к людям и говорили, что мы не справимся с пандемией, понимаете, не справимся мы одни. У нас не хватит коек, у нас не хватит лекарств, у нас не хватит рук. И если вы не будете соблюдать те противоэпидемические санитарные меры, о которых мы вам говорим, да, вы не будете разграничивать социальное общение и так далее, мы не справимся с этой проблемой, только вместе можем. И вот, как, вот этот отклик людей, во всяком случае, по Санкт-Петербургу я точно могу сказать, как нас поддерживало население, как нас поддерживали различные компании, вот, особенно вот в начале пандемии, когда было крайне сложно, трудно, непонятно, и было очень много проблем. Была проблема и с покупками средств индивидуальной защиты и так далее, и так далее. И нам вот люди помогали. И вот это был единый социальный подъем. Вот это, наверное, больше всего меня воодушевило и вот запомнилось. Вклад в борьбу с COVID-19 – это дело каждого человека. Безусловно. Что могут сделать телезрители, жители, которые сейчас нас смотрят, ваши рекомендации? Слушайте, ну первое, наверное, что может сделать каждый, это пойти и провакцинироваться. Второе, что может сделать каждый, да, это, еще раз говорю, продолжить соблюдать вот эти вот простые меры, да, которые могут защитить и прежде всего самого человека, который их соблюдает, и тех людей, которых они окружают. То есть не нужно думать только о себе, нужно еще думать о тех людях, которые с тобой в социуме, с тобой в одном доме живут, в одном помещении работают и так далее, и так далее. Вот, наверное, вот если эти две вещи соблюдать, уже вот тот путь, о котором мы говорили, когда закончится пандемия, он будет быстрее и короче. Спасибо большое, Денис Александрович. Пожалуйста. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Денис Гусев, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина. Мы говорили о том, как проходила пандемия коронавируса и когда же ждать победы. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.